Уверенно, размеренными шагами наша спутница ведет нас туда, где каждый прожитый день был насыщен событиями. Мы идем к зданию, которого больше нет, хотя для тех, кто связал с ним свои годы жизни, он словно дом родной, оставил в душе самые теплые воспоминания и боль утраты. Здесь располагался Абхазский институт усовершенствования учителей. Этого забора, конечно, не было. Возвели это потом, после нас. Здесь было все прозрачно, красиво, зелено. Вот в этих двух комнатах располагался наш филиал. Все годы работали, 30-е годы это было. Рядом за Багратом Шинкуба. Да. Где-то. Вот Баграт Шинкуба, Да. вот мой отец, Иларион Лабахуа. В руках у Людмилы Илларионовны Лабахуа небольшая папка с фотографиями, сделанными в далеком прошлом. И это лишь частичка ее богатого архива. Она бережно хранит все, что связано с Абхазским институтом усовершенствования учителей, ведь 18 лет работы в нем ознаменовались значимыми событиями в личной жизни и жизни страны. Все мы жили школой, все мы жили детьми нашими, вот даже не столько собственными, это, наверное, неправильно, сколько нашими детьми школьными, учениками нашими. Потому что вот из каждого из нас был свой подход, мы всегда общались, у нас разговор и дома был о школе, об учениках, о том, что вот у меня как получилось сегодня, мы рады, делимся радостью. Что-то не получилось, обсуждаем, а почему не получилось, а как надо сделать, чтобы и так далее. Да. И вот знаете, можно сказать, мы проводили семейные педсоветы, получается. Мой отец был заврано, а мы были учителями, и он, как старший, все-таки давал нам напутствие в жизни, как надо. Наша встреча с Людмилой Лабахуа, потомственным педагогом, конечно же, не была случайностью. Институт усовершенствования учителей, в котором она проработала долгие годы на должности заместителя директора, славился высоким уровнем профессиональной подготовки сотрудников и четкой организацией работы. В Абхазский институт усовершенствования учителей для повышения квалификации наряду с местными педагогами приезжали и их коллеги из-за рубежа. Лекции же были организованы на высшем уровне. Их читали и практически занятия проводили не только методисты института, но и ученые, сотрудники Абхазского государственного университета, Института педагогики и других научных учреждений Абхазии, с которыми Институт усовершенствования учителей активно взаимодействовал на многих этапах своей деятельности. Более того, для проведения курсов приглашался и солидный лекторский состав видных ученых-педагогов Советского Союза. Каждый методист работал в определенном направлении, скажем, методист по преподаванию географии в школе там, и так далее, по школьным дисциплинам. И каждый имел картотеку на своих учителей, на далекую перспективу и на планирование в течение, вот это тоже перспективное планирование на 5 лет и на год. Кто на курсы в этом году придет из намеченных на 5 лет. Потому что, скажем, в продолжении этого времени междукурсового, да, тоже шло повышение квалификации учительских кадров, учителей тех же самых, которые проходили к нам на курсы, таким образом, что в течение того времени, пока они курсы не проходили, да, это 4 года примерно, работали над самосовершенствованием, выбирали тему, которая соответствовала их интересам, и над этой темой, проблемной темой, работали в течение года-2 лет. И потом с теми проблемами, которые возникали в связи с изучением этой темы и реализацией ее в практике работы, они приезжали уже с готовыми вопросами. И мы знали тогда, на чем лучше сконцентрировать внимание содержания курсов предстоящих, чтобы удовлетворить потребности наших слушателей.
Филиал Тбилисского института усовершенствования учителей в Абхазии был основан в 1938 году. Директором был назначен Шершеля Кяман Хигович. Филиал был преобразован в Абхазский институт усовершенствования учителей в 1976 году. Директором института с 1967 года по 1992 годы был Агарба Ремзи Константинович. Коллектив этого учебно-методического учреждения располагался в двухэтажном здании бывшей 7-й школы по улице Калинина. Как именно выглядел главный корпус Абхазского института усовершенствования учителей, нынешнему поколению остается узнать исключительно благодаря архивным фотографиям. Ведь с началом Отечественной войны народа Абхазии вместе с целой эпохой существования этого учреждения ушел в небытие главный корпус института. Были испорчены и сожжены важные документы из архивов и библиотеки. К сожалению, судьба архивов и библиотек многих научных и образовательных учреждений страны сложилась так же, а ведь за ними стоял многолетний и кропотливый труд абхазских научных деятелей. Потому и столь ценны те немногие спасенные материалы. Так, в первые послевоенные дни Леониду Саманба среди кип обгоревших и промокших от дождей папок и книг удалось обнаружить небольшую, но плотную связку карточек. Это были разработки впервые созданного для начальной абхазской школы русско-абхазского многопланового словаря-справочника под руководством кандидата педагогических наук Аркадия Цепурского. Над разработкой материала, вошедшего в эту книгу, еще до начала Отечественной войны народа Абхазии трудилась группа ученых из Абхазского отделения педагогических наук, в разное время работавших и в Институте усовершенствования учителей. Филолог Леонид Саманба около 4 лет научной работы посвятил изучению лексических единиц и переводу их на абхазский. Многолетний труд ученых был завершен перед войной, однако книга была издана спустя 13 лет после войны. Здесь каждая лексическая единица переводится на абхазский язык, дается толкование слова и дается ударение, где вот надо ставить и произношение, там как произнести то или иное слово. Потом это же, знаете, это для абхазцев, не так уже владеющих русским языком, конечно, это опора, и только пересдавать тоже можно было бы, конечно. Так имеет огромное значение для школы, для учащихся неполной средней школы. Нельзя не сказать, что с нами работала Рима Динбаровна Квитиня. И она принимала тоже активное участие. Филологическая образованность – показатель культуры общества и человека в отдельности. Так говорил Аркадий Цепурский, вспоминает Леонид Саманба. Это был человек незаурядных способностей. Кандидат педагогических наук внес большой вклад в научно-методическое содержание работы Института усовершенствования учителей. Именно благодаря незаурядным качествам руководителей в стенах института всегда царила организованность, дисциплина, дух соревнования. Коллектив был сплоченным, одержимым идеей и работой. Мы работали очень активно, и школы работали очень активно, и учителя. И было какое-то соревнование между учителями, работниками управления образования, Министерства образования, института усовершенствования учителей. Мы занимались хорошими вопросами обучения учителей. Это были сначала изучение опыта учителей, опыта управления образования по городам, районам и так далее. Затем, после изучения мы уже ставили актуальные проблемы, которые должны были разрешить. И, исходя из этих проблемных вопросов, строился план работы института. Я очень многое взяла с института. Хотя я до института работала в Очимчирском районе, и в пионерской организации, да, там была замдиректором, там еще где-то. Но институт – это, во-первых, уровень. Во-вторых, там были люди, правда, какие-то особые.
Уютная обстановка сохранялась и при том, что численность коллектива насчитывала до 70 человек, а это были представители различных национальностей. Каждый из них был задействован в конкретном направлении работы института, в котором функционировало 16 учебно-методических кабинетов, в том числе работала и кафедра русского языка в национальной школе. Все это позволяло всецело охватить образовательный процесс, держать под контролем непрерывное повышение квалификации работников образования, а их было более 10 тысяч человек по всей республике. В работе института акцент был сделан на самых важных для воспитания и образования детей дисциплинах, на таких как абхазский, русский языки и литература, иностранные языки, математика, физика и другие. Наряду с ними велась работа и в сфере начального обучения, а также дошкольного образования. Кстати говоря, именно в этом институте была подготовлена первая группа воспитателей детских садов. Работа во всех этих направлениях требовала наивысшей концентрации, организованности и, конечно же, специальной подготовки самих методистов института. Они регулярно повышали свою квалификацию в Институте усовершенствования учителей Москвы и Ленинграда, а также за пределами Советского Союза. Как сегодня говорят бывшие его сотрудники, институт напоминал улей в период активной жизнедеятельности умных пчел. Результатом такой самоотдачи стало заметное оживление педагогической мысли в республике, повышение уровня преподавания в школах и, соответственно, рост образованности и воспитанности выпускников. Институт усовершенствования учителей вел очень большую работу среди учителей. Настолько систематично было организовано повышение квалификации учителей, что на сегодняшний день мы об этом могли бы только мечтать. Во-первых, была очень хорошо организована система учета. Каждый учитель знал, что в 5 лет он должен обязательно пройти курсы повышения квалификации. Кроме того, проводились временные семинары для старших пионер-вожатых, для заместителей директоров по воспитательной работе. Это замечательно, когда каждый учитель знал, что ему нужно делать. Хатала сараснапиянын апсубызшей литературе арцайча методикалары цхрара апсубызша литературе школ куркнар дырцаща тагылызаща гуатара убрина чырпшна нас арцайча иртатбын рахтон ацхрара методика цхрара يخبي حام تزحن يرتشيوب методист شحا زخازز بخزوس يجنزو أخا методист شانا سازوكي يالم سايد أخا دارز методист شبزي كوا حمن يمياسيتي يسيتي خا ورتربستا زارجا методист زخزو دارز زا يارامتار يلمو غانا خلا خوشكرجا يبزينا وصلوا خازرو بكرزة شكسا ناس جيلما زروب لرالخط زنيش الخط جوانا جرا يقو بزيبش ميدوديكا ويا ناس ميدوديكا ويا يبز وخزوب بزيبش ميدوديكا حرحنا بزنا كذا خطالة بميدوديكا يمشي بشدي سيمينار كوميا باغون رتيتشو كوفش ترزهنا راح حابخنا ჭცნი იყალას методика ჭარწარად ус აჭ უბრთ ჰარლაცაშონ ირაჰონ ხრცხრაონ აცუქსკ ზნკ მზგპი აკურსკომია ფაგო მზგპი აკურსკაფსო ბზშამაცარაზე ჰადაგზამს ტვაყა ალაგართად კლასკვა რმათარქვა ზეგიზეგერზენა უბრა ялан ცხრარა რავან На курсе должно было быть 30 человек, но не больше. Да, но вы знаете, что вот чтобы курсы прошли, это же целая была система, это надо было в районы позвонить, с районов мы должны были заранее получить. Таким образом, изучая и внедряя передовой опыт абхазских и зарубежных учителей, организовывали насыщенные фактическим материалом курсы, семинары, конференции. Об объемах работы этого крупного учебно-методического центра говорят цифры. Вот, к примеру, за период от начала 70-х до конца 80-х
80-х годов в Абхазии насчитывалось более 10 тысяч преподавателей, и все они без исключения повышали квалификацию непрерывно на различных образовательных площадках и на курсах раз в 5 лет, в соответствии с законом об образовании. А ведь вопрос повышения квалификации, кстати говоря, в преподавательской стезе является архиважным. В стенах института такие курсы, как правило, ежегодно проходили не менее 2000 учителей. Выезжали в месяц трижды в 7 институтов в какой-либо район. Вот, например, в 1987 году мы выезжали в Ткварчельский район, в Гудаутский район и в Сухуми были. В течение 3 дней беседовали с учителями, разговаривали с ними, обобщали то, что видели. А на 4-й день в районе уже всех учителей собирали, и наши методисты по предметам собирали своих учителей. Они в лицо знали каждого своего, потому что тесно общались не только на курсах, но и в межкурсовой период. На конференциях выступали наши учителя, наши методисты, тоже, естественно, только по проблемам образования, школьного образования. И когда 5-дневные были у нас так называемые 5-дневные семинары по изучению и обобщению передового педагогического опыта, каждый наш методист ежегодно занимался, работал с каким-то учителем по совершенствованию его опыта и проводил семинар по результатам своей совместной работы. Вот этот наш опыт и выставлялся на ВДНХ. Мы проводили советы в Институте усовершенствования учителей, и разрешались вопросы, не просто там с потолка взятые, а уже на фоне изученных вопросов, на фоне опыта школ, на фоне опыта районов, управлений и так далее. На совет приглашались работники управления образования, приглашались учителя, приглашались и работники Министерства образования в ту пору. Иван Николаевич Сацбан никогда ни одно совещание не пропускал. Постоянно находились мы в таком, знаете, спаянном составе, где разрешались эти вопросы. Разумеется, что институт при таком объеме работы располагал соответствующей материально-технической базой. Были созданы условия не только для проведения кратковременных, но и длительных курсов, при которых учителя-курсанты могли бы оставаться в Сухуми на период их прохождения. В общежитии были созданы все необходимые условия. Те, которые не могли ездить до себя домой, в Ачимчире или в Кварчеле, проходили у нас курсы из Западной Грузии, преподаватели русских школ. Они жили у нас. У нас было общежитие, у меня был комендант, костылянка, дежурный, электрик, сантехник, кочегар. Там, у меня человек 30-35 было. Те, которые обслуживали, те, которые у нас общежитие, как называется, в то время было. 4-этажное здание общежития, к счастью, сохранилось. Оно расположено во дворе уже стертого с лица земли главного корпуса Института усовершенствования. Попасть в здание бывшего общежития нам не удалось. С послевоенных лет оно находится в эксплуатации одного из государственных правоохранительных структур, и видеосъемка на ее территории запрещена. Годы работы Абхазского института усовершенствования учителей знаменовались значимыми достижениями. Очевидно, что и ход исторических событий в стране не могли не отразиться на ее судьбе. Так, за несколько месяцев до начала Отечественной войны народа Абхазии в стенах института произошло важное и масштабное событие. Председатель Совета министров Абхазии Владислав Григорьевич Ардзимба предложил провести курсы по истории Абхазии. Естественно, мы согласились. Проблематика курсов, содержание программы. Он говорит, я обеспечу. Кроме того, он еще и лекторский состав подобрал, Владислав Григорьевич. Так что, собственно говоря, он все подготовил. Наша задача была вызвать учителей. Владислав Григорьевич предложил вызвать не группу, как обычно, в 25 человек. Пригласим всех учителей истории, которые преподают в абхазских, русских, грузинских, армянских школах. Я не знаю точно, сколько было этих учителей, но большой зал Верховного Совета был переполнен.
А лекции читали наши выдающиеся ученые, как Сагария, Буджгур Иснатович, Воронов Юрий Николаевич, Кишмария Сергей Миронович, Бгашба Олег Хухутович, Амичба Георгий Александрович, Станислав Засимович Лакоба. Читали увлеченно, доказательно, с открывшимися только недавно архивными документами. И вы знаете, в зале нависла напряженная ситуация какая-то. Приходил несколько раз сам Владислав Григорьевич, присаживался вот рядом и спрашивал, как слушают, как проходят курсы, успевают ли записывать. Вот такие простые вопросы задавал, казалось бы, но они были очень важные, потому что учебников никаких, ни учебных пособий для учащихся и для учителей тогда еще не было. Буквально на второй день или на третий день из Тбилиси к нам пришла телеграмма, запрещающая проведение этих курсов. В телеграмме говорилось «прекратить самоуправство». Лекции оплачены не будут. Естественно, что курсы по истории Абхазии продолжались, несмотря на грозный запрет бывшего тбилисского руководства. То, что было названо самоуправством, имело бесценное значение на пути к самоопределению абхазского народа. А в последний день июньских курсов 1992 года каждому слушателю вручили изданное в срочном режиме учебное пособие «История Абхазии». Однако использовать его не успели. Через месяц, 14 августа, за 2 недели до учебного года, началась война. Практически мы начали тогда готовить наших учителей-историков к преподаванию истории Абхазии в школе. При этом, конечно, это, может, выглядело несколько нереалистично, потому что пока еще необходимой базовой учебно-методической литературы не было. Но сами по себе курсы, которые мы провели, лекции, они произвели впечатление на наших учителей. Можно сказать, что в какой-то степени их это очень вдохновило. Дело, начатое в преддверии военных событий, нашло продолжение уже в мирное время. Знания, обретенные учителями истории на лекциях в Институте усовершенствования учителей, легли в основу организации и проведения уроков по истории Абхазии в средних школах республики. Это учебное пособие, фактически ставшее учебником, хорошо знакомо послевоенному поколению школьников. К сожалению, после войны затянувшийся политический и экономический кризис больно ударил по сфере образования. На всех ее уровнях наблюдалась нехватка специалистов. Невысокий престиж профессии учителя привели к уходу с работы многих квалифицированных опытных педагогов. В школы пришли люди без специального педагогического образования. Они составили до 45% от общего количества педагогического состава. Это привело к непозволительно низкому уровню преподавания. К такому неутешительному выводу пришли сотрудники Ачимчирского РУНО, где по поручению заведующего Александра Гуния инспектор-методист Людмила Лабахо совместно с коллегами изучила состояние преподавания в школах района. К примеру, в одной из городских школ, наиболее благополучной, это взяла я Ачимчирскую вторую школу, уже к этому времени 33 преподавателя там было. В этой школе 3 студента, 12 других профессий. Это экономист, агроном, юрист, журналист, программист, бухгалтер, окончивший культпросвет училища, курсы кройка и шитья и бывший спортсмен. Это фактический состав школы на тот период. Они с высшим образованием, но не педагогическим. Ища выходы из сложившейся ситуации, наши учителя, я помню, Каличава, Алла Аполлона, Аргун, Фрося Рушанна, Нелли Фадеевна, давайте, говорит, давайте об этом напишем письмо и попросим президента какие-то меры принять. И поручили это мне. На 14 страницах у меня идет анализ работы в школах района. Но основная мысль, что болью живет во мне, повышение уровня обучения детей, достойно президентского внимания. Сдала его как положено. Письмо фактически сразу было принято к вниманию. Ответа пришлось ждать недолго. И через несколько дней меня вызывают, показывают резолюцию. На резолюции было написано: этот вопрос сейчас, или в данное время, или сейчас, рассматривается и по инициативе ректора АГУ
Олега Алексеевича Гварами и будет решен положительно. Удивление от неожиданности и радость одновременно охватили меня, потому что не я одна, не мы одни, не наш коллектив только думают о повышении профессионального уровня учительского, но и такой человек, это великий ученый, мировая известность, и, конечно же, если он обратился к президенту, то дело, считайте, уже решено, наверное. Так оно и вышло. И уже через 2 месяца, в апреле 2000 года, вышло постановление Кабинета министров о создании Центра повышения квалификации и переподготовки специалистов при Абхазском государственном университете. Это означало, что квалификацию преподавателей будут повышать наряду со специалистами всех отраслей народного хозяйства республики. Директором Центра повышения квалификации был назначен Михаил Лабахуа. За 15 лет своего руководства он сумел заложить основы, фундамент работы Центра и его научно-методическую и хозяйственную базу. Центр является постоянно действующим многопрофильным учебным подразделением очно-заочного обучения. Располагаемся в 3 кабинетах, в 3 наших оборудованных кабинетах, где работают наши сотрудники. Состав нашего коллектива всего 8 человек. Мы, конечно, на основании заказов, которые дают нам организации, и прежде всего школы наши, ГОРАНО, Министерство образования, и по этим заказам мы составляем группы учащихся, слушателей, учителей, специалистов наших госструктур. Составляем группы. Обычно эта группа бывает из 25 человек слушателей. Естественно, до этого нашим коллективом разрабатываются программы. На основании этих программ мы потом уже проводим наши занятия. Занятия обычно мы проводим в течение всего года. После проведения этих занятий у нас идет еще самостоятельное заочное обучение по тем вопросам, которые задает преподаватель на занятиях. После проведения этих занятий у нас идет еще самостоятельное заочное обучение по тем вопросам, которые задает преподаватель на занятиях. За это время готовит слушатель выпускную работу. И когда мы видим, что слушатель действительно справился с этой работой, только тогда мы аттестуем этого слушателя и выдаем ему свидетельство об окончании курсов повышения квалификации. Республиканский центр повышения квалификации обладает сравнительно богатым интеллектуальным ресурсом. В разные годы организацией и содержанием курсов занимались опытные методисты, бывшие сотрудники Института усовершенствования учителей. Это Людмила Лабахуа, Халбад Валентина и Ажиба Альдона. Для курсовых и практических мероприятий приглашаются лектора АГУ, их российские и северокавказские коллеги и, конечно же, специалисты из Института педагогики. Все это в совокупности создает неплохую образовательную базу для учителей. Но, несмотря на это, курсы, проводимые Центром повышения квалификации, не охватывают весь объем, ведь в республике в настоящее время числится около 4000 преподавателей, а квалификацию за год повышают от 100 до 120 педагогов. Таким образом, повысить свою квалификацию за 5 лет успевают около 500 преподавателей. То, что мы не можем большее количество охватить преподавателей, от чего это зависит? Зависит ли это от нас или от учительского коллектива? Дело в том, что у нас в Министерстве образования нет определенной системы повышения квалификации учительского коллектива. Сколько раз мы просили, чтобы в каждом ГОРАНО был ответственный человек за повышение квалификации учителей. Для этого необходимо иметь базу данных и следить ежегодно, какие учителя у нас прошли курсы, а какие еще требуют дополнительных знаний. Но тут выходит так, что у каждом РАНО, а если нет
указания от Министерства образования, то не будет этого и в РАНО. Поэтому нам приходится вытягивать самим, да, проявлять инициативу и запрашивать, кто же может из школ того или другого района прийти к нам на эти курсы. Это, конечно, ослабляет организованность. Если бы каждый район, каждое РАНО следило за повышением квалификации своих учителей, то мы бы, конечно, охватили за этот период всех учителей. Если у нас будут хорошие контакты с Министерством образования в области повышения квалификации, если мы наладим системную учебу, то мы решим эти проблемы. Об отсутствии базы данных учительских кадров, подлежащих обучению на курсах, и ряде других проблем в вопросах повышения квалификации учителей сказал и министр образования республики Адгур Какоба. Не все районные отделы ведут картотеку, чтобы непрерывно каждый педагог в течение 5 лет один раз, чтобы проходил квалификацию. Центр повышения квалификации проводит, но это не системная работа все равно. Мы бы хотели, чтобы эта работа шла непрерывно. В течение 5 лет каждый педагог должен проходить курсы повышения квалификации. Мы привлекаем извне специалистов и уже 4-й год проводим. В течение учебного года мы 2 раза проводим курсы повышения квалификации, но количество педагогов у нас около 4000. Всех охватить, конечно, невозможно. Но вот в течение учебного года по 200-300 педагогов только могут пройти. Не только там курсы повышения квалификации, нужно проводить конференции, семинары. Вот. Это как раз вот входит в функции Института усовершенствования учителей. Потому я считаю, что вот стоит вопрос остро и необходимо возродить эту работу. Несмотря на то, что вопрос воссоздания Абхазского института усовершенствования учителей находит поддержку и в высшем руководстве страны, говорить о фактических шагах пока не приходится, даже в то время, когда подавляющему большинству учителей не выпадает возможность повышать свою квалификацию раз в 5 лет, как того требует закон об образовании. Эти показатели долгие годы, к сожалению, остаются недостаточны, несмотря на то, что заботу о повышении квалификации учителей частично взяли на себя и в Министерстве образования. По мнению опытного методиста и старейшего работника сферы повышения квалификации Людмилы Лабахуа, улучшить нынешние показатели поможет четкое взаимодействие соответствующих структур с организацией базы данных учительских кадров. База данных, по ее мнению, поможет четче видеть имеющуюся картину. Вместе с тем она уверена, что решать вопросы повышения квалификации и получать качественные результаты поможет концентрация всей работы в одном учреждении. Это позволило бы решить и такую проблему, как сопровождение учителей в их профессиональном росте и в межкурсовой период. Методист Нейли Ашуба со своими коллегами обсуждает важные рабочие моменты. Сделать так, чтобы школьники получали знания из грамотно составленных учебников и на доступном языке — задача, которая стоит перед сотрудниками Института педагогики. Фактически это главный орган, подведомственный Министерству образования, в котором занимаются созданием учебников для абхазских школ с научным подходом. То, что научный подход помогает совершенствовать школьное книгоиздание, подтверждает опытный специалист, сотрудник Института педагогики Нейли Ашуба, в котором она работает фактически с момента его создания. А полученный ранее опыт работы в Институте усовершенствования учителей, по ее словам, дал ей большие возможности для дальнейшего собственного роста, в том числе как методиста, составителя учебных пособий. Яшаны актуинаркны апшбеде класса қанци қацана халгахен. Яхахна бізлагу хазчу
аԥышәаҿы инеины, аԥышәаҿы рхы шаадырԥшуа абарҭ арҵага шәҟәқәа, шьоукы ихьанҭацәо калашәҵеит рҳәон, шьоукы абас еиԥш иҟазар иаҳа еиӷьын рҳәон. Убырҭ ирҳәо ҳара ҳазхәыцуеит, ҳәарада дасу иааиҳәо зегьы узудкылаӡом, ҳара аԥышәа ҳамоуп, ҳаргьы гәаанагарак ҳамоуп, ари ҳнадыххылан иҟаҳамҵаӡеит, иҭҵааны, ҳазхәыцны иҟаҳҵаз материалқәоуп абарҭ. Ашәҟәқәа рыдагьы иарбан шәҟәызаалак иара ихатәу аметодикатә цхыраагӡа амоуп. Аметодикатә цхыраагӡақәа актәи акласс инаркны аԥшьбатәи аҟынӡа ирымоуп. Нас ахԥшылаҩырақәа ҳәан иҟоуп, адиктантқәа реизга ҳәан иҟоуп, аҽаршьцыларақәа еиуеиԥшым реизга, алитература аԥхьара хазы абызшәазы ҳәан. Абызшәазын Касланӡиа хадас дамоуп, иара авторсгьы дыҟоуп, иара иоуп убри абызшәа проблемақәа зегьы ҭҵааны рҵага шәҟәқәагьы аԥызҵо. Конечно же, учебники, разработанные в Институте педагогики, отредактированы и одобрены специалистами Минобразования, а затем изданные в образовательный процесс, вводятся поэтапно. Наряду с учебниками, конечно же, в образовательный процесс вводится и методическая литература, которая является серьезным подспорьем для преподавателя. В младших и средних классах активно внедряется и методика интерактивного обучения. На примере работы Минобразования, РЦПК и Института педагогики очевидно, что опыт, полученный нынешними специалистами, бывшими сотрудниками Института усовершенствования учителей, лег в основу их профессиональной методической работы сегодня. Этери Тарба – одна из тех, чей опыт работы в институте пришелся весьма кстати. Важно делиться знаниями и опытом и не отвергать требования современности, считает она. Я непосредственно здесь в Министерстве образования занимаюсь учебниками, непосредственно абхазскими учебниками, потому что все-таки языковая политика у нас должна существовать, и развитие абхазских школ на первом плане сегодня. И если русские школы могут пользоваться достижениями российские работников образования, да, авторами, богатейшим, будем говорить, капиталом, который существует, то мы в Абхазии не очень-то имеем вот такую возможность. Поэтому составление учебников, требования к этим учебникам и так далее, вот они, конечно, еще не совсем совершенны, но к этому идет Министерство образования. То, что рецензирование и редактирование школьных учебников, программ и методических разработок – дело тонкое и ответственное, говорит и Людмила Лабахова. Через ее руки прошли учебники по русскому языку и по русской литературе со 2 по 9 классы, а также учебники по гуманитарным дисциплинам. В период ее работы в Министерстве образования с 2000 по 2015 годы, а в 2018 году переработана и дополнена программа по русской литературе для 5 и 10 классов. И это далеко не весь перечень ее достижений. Бывшие коллеги Людмилу Илларионовну чтят за ее профессионализм, целеустремленность и неутомимость. Ведь все послевоенные годы она не отрывалась от работы. По роду деятельности в Минобразовании она тесно сотрудничала как с Институтом педагогики, так и с РЦПК. Известно, что учебники и методические пособия, разработанные в Институте педагогики, используются в абхазских школах республики. Это в основном учебники по родному языку и литературе и по русской литературе, а в начальных классах еще и по математике и природе. Над составлением учебников русской литературы и методических пособий работает группа сотрудников, в их числе Татьяна Рогачева. До войны она работала заместителем министра образования, затем заведующей кафедрой русского языка в Национальной школе Абхазского института усовершенствования учителей. Вспоминая годы работы в Институте усовершенствования учителей, Татьяна Рогачева говорит и о том, как уже в послевоенный период активно лоббировала вопрос воссоздания института, однако ввиду объективных причин инициатива не нашла должной поддержки. Тогда председателем правительства был Гагулия. Министерство просвещения на тот период. Они тогда считали, что не надо, лучше сделать 2 института. Один институт повышения квалификации и один институт педагогики, тот, который мы существуем. Гагулия посмотрел 2 института, сказал, нет, сделаем только один.
То, что преподавание – материя тонкая, особая, подтвердит только любящий свою профессию преподаватель, который с головой окунается в процесс, а к детям относится с душевной теплотой. У меня ребенок никогда в жизни не скажет: я не понял, что такое причастие. Это мои актеры, которые мне помогают. Это прилагательное. Его вопросы: какой, какая, какой, какие. Это глагол. Что делать, что сделать. А это причастие. Оно одновременно отвечает на два вопроса. Какой? Что он делает? Какой? Что с ним сделали? И это причастие. И все. Так, играючи, с некой импровизацией, педагог с 30-летним стажем Антонелла Варварова подходит к своему делу жизни – ремесло педагога. А ведь это не только тяжелая, но и крайне ответственная работа. Объяснить так, чтобы было понятно, задача нелегкая. Особенно, если это касается, казалось бы, скучных правил. У Антонеллы Варваровой своя методика. Но есть, знаете, 3 стержневых слова, мне кажется, на которых строится вообще преподавание, должно строиться. Во-первых, это интерес. Во-вторых, это душа. Конечно, любовь и к работе, любовь к детям. Вот это то, что греет, то, что помогает донести мысль. В настоящее же время она работает с учениками на дому. Уход с работы в школе она объясняет множеством моментов в поведении некоторых коллег, противоречащих не только общепринятым методам обучения, но и этике преподавания. Смысл словарного диктанта. Если продиктовали просто, ребенок закрыл тетрадку и ушел домой. Вот я просто слышу вещи, которые просто поражают. Когда ребенок говорит про учителя: она знает, что мы не читаем. И мы не читаем. Дело в подходе. То есть нельзя ругать старую школу. В ней было очень много хорошего и мудрого. И главное, у людей была ответственность. А сейчас я не могу говорить обо всех учителях. Я сейчас не имею этой возможности, знаете, ездить, общаться. Когда я встречаю своих единомышленников, мне очень приятно. На вопрос, каким должен быть учитель, нет однозначного ответа, ведь это должна быть многогранная личность, умеющая передать знания вместе с эмоциями. А как этого добиться? Ведь только работа над собой и повышение уровня квалификации могут влиять на профессиональный рост личности. Обмен опытом, как говорят сами учителя, один из лучших методов взглянуть на проблемы преподавания немного иначе. Мне посчастливилось побывать на курсах повышения квалификации в 2015 году. А еще в 2016 году проводился семинар при участии Северо-Кавказского университета. И это все происходило в Сухумской библиотеке. Надо сказать, конечно, слова благодарности за просто феноменальную организацию, четкую, слаженную. Просто работало все как часы. Хочется сказать слова благодарности главному специалисту Лабаху Людмиле Илларионовне, потому что подбор преподавателей для нас был исключительный. Темы подбирались жизненные, актуальные, то, что действительно учителям сейчас надо. А насколько вот за эти, как казалось бы, да, всего 2 недели в году, вот эти 2 каникулярные недели, они настолько обогатили меня как педагога, настолько мне повысили понимание, может быть, современных процессов в педагогике, немножко изменили мою какую-то точку зрения на многие вопросы. Я посмотрела, как работают мои коллеги, потому что мы не только учились у наших преподавателей, но и у друг друга, конечно, тоже. Учитель – это человек такой профессии, который обязан учиться всю жизнь. Если он перестает чувствовать себя и по ту сторону учебного процесса, он перестает чувствовать своего ученика. Юлия Кузьмина – преподаватель русского языка и литературы в Моквской первой средней школе. Здесь, как и полагается учебному процессу, занятия идут по расписанию. В школе 74 ученика и 20 преподавателей. Несмотря на трудности пребывания в здании из-за отсутствия ремонта, в классах уютно по-домашнему, старается коллектив школы. А приветливую Юлию Исхаковну и ее стеснительных учеников мы застали на уроке русской литературы в 7 классе. Начинали изучение новой темы.
темы биографии Антона Павловича Чехова и его произведения «Хамелеон». После прочтения текста дети активно обсуждают тему. Такой метод повышает эффективность урока. На данном примере очевидно, что Институт усовершенствования учителей оставил след своей деятельности не только в сфере повышения квалификации учителей, но и конкретно в методике эффективного проведения уроков. Что интересно, именно этот метод был внедрен в методику преподавания еще в 70-е годы. Так называемый липецкий опыт в абхазскую систему преподавания внедрили методисты института. Основная идея этого метода в активизации и оптимизации учебного процесса, в приобретении знаний в условиях проблемной ситуации. Таким образом, именно методы, внедренные институтом, наряду с инновациями последних десятилетий, используются на уроках и по сей день. На конкретном примере методики проблемного обучения очевидно и в то же время удивительно, что времена меняются, а методика преподавания, внедренная несколько десятков лет назад, времени не подвластна. Старшее поколение сотрудников сферы образования уверено, в старой школе было много полезного, необходимого даже современному преподаванию. Более того, современная методика и дидактика базируются на традициях советской школы. Злагыло убри ашьаҭа, убри аурок ахаҭоуп. Убри аҵла ашьаҭа ԥшӡазароуп, ирхиазароуп махәҭала. Шаҟа махәҭамуа ари иара беиоуп. Урҭ амахәҭақәа ҳәа сызҿу аурок аҿы арҵаҩы ихирхәа иеиуеиԥшым аус хкқәа роуп. Убырҭ иеиуеиԥшым аус хкқәа иҳадыргало ҳхы иҳархәароуп ҳәарада. Иаҳҳәаз лабҿабеи зладҳарбаша ателедырраҭара, иаҳҳәаз лабҿабеи зладҳарбаша сахьа, уҳәа арҭ ыҟамкәа иҟоуп иарбеиуеит, аха арҵаҩы лҭыԥ зыԥсахуа ҟалашьа амаӡам. Арҵаҩы амел аклассхәы ахәыҷқәа. Абри аусура игәы гәҭыжьны ҟалашьа амаӡам. Таким образом, Институт усовершенствования учителей внес большой вклад не только в повышение уровня преподавания во времена Советского Союза, но и оставил значимый след в сфере образования до настоящего периода. Я проходила курсы по предмету, по математике, месячные курсы. Это было давно, но я это все хорошо помню, я была очень довольна, потому что очень много знаний мы там получали. Очень сложное чувство того, что было все замечательно и как это прошло, и теперь этого нет. Бывшие сотрудники Института усовершенствования учителей с упоением рассказывают не только о проделанной работе, но и незаурядных личностях, окружавших их в те годы. К примеру, о таком, как Владимир Левентас. В настоящее время он проживает в Израиле, был вынужден туда уехать уже после войны по состоянию здоровья. Он был душой нашего общества, он был великолепным человеком, методистом и одновременно заведовал кабинетом ТСО, так называли раньше, технических средств обучения. Вот у него было сконцентрировано все, что на уроке может учитель применить и должен применить. Он был замечательным фотографом. И всю оформительскую работу в институте, довольно большая она была, делал он. Кроме того, что очень ценно, он был и есть, собственно говоря, автор, скажем, вот такой книги «По горным тропам Абхазии». Это Воронов написал книгу, и там соавтор Воронов и Левентас. Этому я придаю очень большое внимание. И вообще Воронова Володя сопровождал во всех его поездках археологических. И все, что находили в Абхазии из древней нашей истории, все он снимал, фотографировал. Это очень, по-моему, ценная работа для нас, для нашей страны. Институт это компьютер класс и чуркай. У компьютер класса же раб хазаксар алапа арцейшая хирпаса компьютер. А что
И мне фергона семинар кварцис ферзин, а при компьютер хархошет дерцон. Левинта Симоничка, она фотолаборатория. И хай хабаремзиг камшиши погибзи пон абартасахет тахрапа, подряд квартахра. Дари расшан убре фотолаборатория же, фототахам таква, а диафильм когит. Бесспорно, Институт усовершенствования учителей с коллективом до 70 человек обладал большим интеллектуальным и творческим потенциалом, которых по праву хочется поблагодарить и низко поклониться за их неустанный труд. А ведь ушедшему в небытие крупному учебно-методическому центру Абхазскому институту усовершенствования учителей в 2019 году пошел бы 9-й десяток. Жизнь идет своим чередом. Бывшие сотрудники Института усовершенствования учителей продолжают работать, созидая на благо Родине, но при этом остаются верны своей мечте – возрождению института. Ведь повышение квалификации преподавателей – это не что иное, как вклад в будущее, воспитание грамотного и мыслящего общества. Рассуждать о том, нужно ли возрождать институт, можно долго, но то, что такое масштабное учреждение с высоким уровнем организации в нашей стране необходим, это очевидно.